Я, кстати, обращался, несколько раз писал посты и говорил, давайте мы в октябре проведем митинг и объявим такие требования, которые, ну, они созвучны, воздействуют, принимаются всеми регионами нашей страны. Не местные какие-то локальные проблемы, их тоже надо поднимать на митинге, а такие, которые потянут за собой, заинтересуют миллионы. Вот я в этой связи хотел бы сам принцип просто пояснить. Почему миллионы? Ну, допустим, мы выдвигаем какие-то требования, наш народ хочет перемен, хочет, но мы хотим, чтобы эти требования удовлетворяли миллионы, допустим, 10 миллионов человек. Какие требования? Такие требования, которые бы были реализуемые, не фантастические. Ну, например, мы говорим следующее. Сейчас нынешние пенсии, почему я говорю о пенсиях, в нашей стране 2 миллиона 200 тысяч пенсионеров. Мы знаем, что пенсионеры у нас очень активные. Вот у них сейчас по официальной статистике где-то 120 тысяч тенге считается пенсия. Это средняя пенсия. У кого-то 60, у кого-то 80, у кого-то 150. Средняя пенсия 120 тысяч тенге. В соответствии с программой демократического выбора Казахстана мы говорим, к существующей пенсии мы будем доплачивать минимальную гарантированную пенсию в размере 150 тысяч тенге в первый год реформ. А в течение 4 лет, пока партия демократического выбора Казахстана будет у власти, этот размер вырастет 400 тысяч тенге. То есть фактически суммарно будет так. Мы гарантированную минимальную пенсию через 4 года будем выплачивать 300 тысяч. И затем еще даже будет существующая какая-то пенсия у человека, точнее, мы не 300, я сказал, извиняюсь, 200 тысяч, у человека будет 200, суммарно пенсия будет 400 тысяч. Это приблизительно 800 евро. 800 евро это больше, чем в Эстонии. Чтобы вы понимали, Казахстан одновременно с Эстонией вышел из Советского Союза, и сейчас там средняя зарплата где-то приблизительно 800 тысяч тенге. Можете себе представить? 800 тысяч тенге. Вот такая вот у них зарплата. А у нас, когда говорят, средняя зарплата там 200 с чем-то тысяч тенге, люди смеются, говорят, что это не может быть. А в Эстонии вот такая вот зарплата. То есть мы фактически за 4 года начинаем обгонять по выплате пенсии. Я уж не говорю, что по зарплатам будет то же самое. Почему? Потому что в Эстонии нет нефти, газа, золота, урана. Вообще ничего нет. И вот представляете, это страна, которая одновременно вышла с нами из Советского Союза, она сейчас обогнала все восточноевропейские страны. Польшу, Чехию, это среднеевропейские страны. Не имея ничего. А мы, конечно же, за 4 года по уровню выплат пенсий, зарплат мы как минимум догоним. Как минимум. Потому что возможности у нашей страны огромные, уважаемые друзья. И вот когда мы говорим, что пенсионеры выходят и требуют, чтобы их пенсии прямо сейчас, в первый же год, была такая же, как требует демократический выбор Казахстана, а мы обеспечим 300 тысяч тенге. Не меньше средней пенсии. То есть 150 тысяч тенге будет доплата со стороны государства и приблизительно 150 тысяч тенге по накопительной системе. То есть пенсионеры выходят и говорят, мы требуем, чтобы к нашей пенсии правительство доплачивало 150 тысяч тенге. Тогда это объединяет пенсионеров всей страны, которые живут в разных городах. Видите, больше 2 миллионов человек мы объединяем. И тогда мы говорим, что если из этих 2 миллионов хотя бы 1% выйдет или 0,5%, это приблизительно 10-20 тысяч человек мы ожидаем, что придут на митинг. Дальше. Мы говорим, что следующее. Пособие. Размер пособия мы везде объявили. Пособие матерям, пособие, вы знаете, выплаты различные детям, пособие инвалидам. У нас в стране их около 700-800 тысяч человек, которые только официально смогли зарегистрироваться. То есть фактически на пособиях, различного рода пособия у нас минимум 5 миллионов человек в нашей стране получают. И размер, который мы озвучиваем, опять в несколько раз больше, чем то, что сейчас выплачивает государство. У нашего государства такие возможности есть выплачивать в несколько раз больше. И вот мы захватываем таким образом 5 миллионов человек. И мы опять говорим, если даже 0,5% из этих людей выйдут на митинг с требованиями
поднять размер пособия в несколько раз, то это приблизительно 25 тысяч, 50 тысяч человек еще добавляется к пенсионерам. Следующий этап. Мы знаем, что в нашей стране 7,5 человек минимум имеет потребительские займы. Вы знаете, что в программах ДВК мы говорим, как только мы приходим к власти, через 2 месяца мы списываем все потребительские займы. 7,5 миллиона человек, уважаемые друзья, просто раздавлены этими кредитами. Мы их все спишем. Эти деньги в государстве есть. В национальных резервах сейчас 94 миллиарда долларов. У Назарбаева и его родственников вообще гигантские суммы, более 200 миллиардов долларов. А на все эти программы по списанию кредитов потребительских всего потребуется 12-13 миллиардов долларов. Понимаете, денег много в нашей стране. И они должны работать на людей, потому что наши люди получают ничтожную зарплату, потому что эту зарплату у них крадет действующий режим. И вот поэтому мы считаем, что эти займы должны быть списаны у 7,5 миллионов человек. И вот представьте себе, что даже 1% из них придет на митинги из 7,5, это 75 тысяч человек. 75 тысяч человек пенсионеры. По пособиям 25 тысяч человек. Люди, которые требуют поднять пособие, размер пособия. Минимум 25, это 100 тысяч. Пенсионеры минимум 10-20 тысяч человек. Вот я вам просто показываю, как можно добиться численности. А теперь смотрите, есть такое простое требование. Мы говорим о образовании и медицине. У нас постоянно, ежегодно студентов более миллиона человек. Больше 500 тысяч среднеспециальное образование и более 500 тысяч это высшее образование. Мы говорим, что образование государственное будет бесплатным. Многие до сих пор не верят, говорят, нет, такого быть не может. Я вам и так скажу, уважаемые друзья. В Европе государственное образование бесплатное. Это является реальностью. И это было у нас в 90-х годах. Просто Назарбаева присвоили себе разные учебные заведения и ввели платную систему образования. Мы в состоянии ее сделать бесплатной. Медицина бесплатная, потому что у нас несколько миллионов человек безработных. Они пишутся как самозанятыми, и государство внедрило так называемую систему страховок. Люди вынуждены платить страховую сумму и все равно не получают должным образом медицинские услуги. А медицина затрагивает всех, все 20 миллионов населения. Образование, считайте, все население. Вот представьте, что даже из 20 миллионов населения, пусть, скажем, 10 миллионов населения, выйдет даже 0,5%, это вы представляете, это 500 тысяч человек. Почему мы говорим, такие требования нужно выдвигать, которые охватывают большое количество людей по всему Казахстану? Ну и давайте мы поговорим о тех людях, которые недавно требовали отменить утильсбор. Утильсбор это сделано специально, чтобы семья Назарбаева рубила миллиарды. Какие-то компании тоже свои доходы с этого снимают. Но вы же понимаете, он еще сделан для того, чтобы защитить рынок производителя российского. Эти российские плохие старые машины, старые модели «Жигулей» так называемых, мы защищаем, когда очевидно, что рынок должен быть открыт, и все автопроизводители должны конкурировать с мировым рынком. Мы считаем, что нужно отменить. И что получается? Мы знаем, что те люди, которые выходят на протест, требуя отменить утильсбор, это те люди, которые используют машины как таксисты. Это как средство передвижения, это не роскошь. И представляете, вас заставляет фактически этот утильсбор платить, и стоимость машины вырастает в несколько раз. И мы опять же знаем, что эти люди очень активные, они энергичные, они зарабатывают, используя эти автомашины. И поэтому, когда мы говорим отменить утильсбор, значит мы должны ориентироваться, что хотя бы 10-20 тысяч из этих людей, а их больше, их там около 200 тысяч минимум, 10-20 тысяч человек выйдут на митинги. Поэтому вот, пожалуйста, мы говорим об экономических требованиях, потому что немало людей боятся политических требований. Но есть большое количество людей, которые готовы выйти на митинг только с политическими требованиями. Например, Шалкет, парламентская республика. И поэтому мы можем на этот митинг в октябре выдвинуть и в том числе такой лозунг. Потом вы знаете, что все эти акимы,
которых вы критикуете, подписываете петиции, они не работают на народ. Нам нужно требовать выборность акимов всех уровней. Нам нужно требовать выборность судей, чтобы прекратить коррупцию. И это мы можем выдвинуть. Это тоже затрагивает интересы миллионов. И значит, раз затрагивает интересы миллионов, даже какая-то маленькая часть, 0,5% выйдут на митинги, мы опять соберем десятки тысяч плюсом. Свободу политическим заключенным. Следующее требование. Мы знаем, немало людей преследуется этой властью, сидят известные люди в тюрьме. Марат Жиламбаев, наш известный рекордсмен, попавший многократно в книгу рекордов Гиннесса, он сидит в тюрьме по фальсифицированным обвинениям. Мы должны требовать справедливости тех, кто попал под репрессии по итогам Кантара 22 года. И родственники, близкие страдают. Я думаю, что они тоже выйдут. Они отчетливо и ясно будут говорить свободу политическим заключенным. Мы должны объединить нашу страну, выдвигая на эти митинги такие требования, которые затрагивают практически каждого. Мы завтра, каждый из нас, можем стать жертвой этого режима, политической жертвой, произвола и так далее. Поэтому мы должны требовать свободу политическим заключенным.